На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. К юбилею мастера народный артист Абхазии Надар Джанба отмечает свое 70-летие. Путь к участию во всероссийском проекте. Конкурс «Знание лектор» открылся в Абхазском госуниверситете. Возрождение идентичности. Первый чемпионат по национальной игре АМЦ Кетчера открылся в Сухуми. Сегодня в эфире Абаза ТВ в 12:30 продолжился проект «Теледебаты» с кандидатами в собрание города Сухум в прямом эфире, который реализуется при содействии Сухумской избирательной комиссии. Отметим, подобный проект проводится впервые в истории выборов в органы местного самоуправления. Сегодня была телебеседа в прямом эфире с участием кандидата в депутаты Сухумского городского собрания по Центральному округу номер 7 Тарба Дениса Анзуровича. Повтор прямого эфира теледебатов в записи вы можете увидеть в эфире Абаза ТВ после выпуска новостей, а также следующим утром в 8:30. Во вторник, 28 октября в 12:30 в нашей студии состоится прямой эфир с кандидатами в депутаты Сухумского горсобрания по округу номер 8 Ося Дмитрием Леонидовичем и Шоуа Надаром Нукзаровичем. И сразу после этого эфира в нашей студии кандидат в депутаты по 4-му избирательному округу Кишмария Инал Михайлович. Ведущая моя коллега Марианна Котова. Официальная хроника. 27 октября президент Республики Абхазия Бадра Гунба обратился к соотечественникам по случаю Дня абхазского языка. В обращении, в частности, отмечается: абхазский язык – это бесценное наследие, один из древнейших языков, в котором отразилась история, культура и духовная сила нашего народа. Сохранение родного языка – это не просто культурная задача, это вопрос существования нации. Исчезает язык, исчезает народ. Поэтому забота о нашем языке, его развитии и передача будущим поколениям – священный долг каждого из нас. Государство предпринимает последовательные шаги для поддержки преподавания и изучения абхазского языка. Мы будем и впредь уделять этому особое внимание, укреплять позиции языка в образовании и науке, средствах массовой информации в повседневной жизни. Давайте вместе беречь наш родной язык, говорить на нем, учить ему наших детей, передавать им любовь к слову, уважение к предкам и чувство гордости за свою культуру. Пусть абхазский язык звучит в каждом доме, в каждой школе, в каждой семье нашей страны. С праздником вас, дорогие друзья, с Днем абхазского языка. Конец цитаты. Иван Тарба спызшва. Абжьы рахоп ахьхаҳәа, сышьхақәа рҟынтә илашьҭуп. Иныжьны бызшәак ахь сызхьаҳәуам, сыззыҳәа имариоуп, иласуп. Иара лоуп усгьы сышхәыцуа, сгәы иҭаскуа аанмыжькәа изҳәо. Сбызшәа ссир, амбатә ӡызхыҵуа, абжьыцқьа еицамкәа изхоу. Сбызшәа хазыназ дасхәарҭам, сисыциаз насыԥны исаниаз. Сгәамаӡа хҭыгас иансырҭа, ҳаицрымшәо наӡаӡа ҳаимаз. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указ о реорганизации Центра стратегических исследований. Согласно документу, ЦСИ реорганизуется в государственное научное учреждение Центр стратегических исследований и включается в состав Академии наук Абхазии. Решение о реорганизации принято для приведения нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством и на основании постановления Президиума Академии наук от 13 августа 2025 года. Отмечается, что Центр стратегических исследований продолжит выполнение своих функций в прежнем режиме до завершения всех необходимых организационно-штатных мероприятий.
Управление государственными дачами Республики Абхазия реорганизовано в государственное учреждение администрации президента. Указ о реорганизации подписал президент Бадра Гунба с целью приведения нормативных правовых актов в соответствии с гражданским законодательством страны. Установлено, что управление продолжит осуществлять свои функции до завершения организационно-штатных мероприятий. Администрации президента поручено обеспечить утверждение устава нового государственного учреждения и осуществить его государственную регистрацию в Минюсте в установленном порядке. Агентство правительственной связи станет центральным органом государственного управления в составе Кабинета министров. Указ о преобразовании агентства подписал президент Бадра Гунба. Реорганизация направлена на согласование нормативных актов с законом о связи. Агентство продолжит работать до завершения всех необходимых организационных и кадровых изменений. Кабмину поручено определить полномочия агентства после того, как Кабинет министров утвердит новое положение об агентстве. Указ президента от 18 ноября 1999 года утратит силу. Надар Чанба – народный артист Республики Абхазия, дирижер, композитор, автор многочисленных произведений хоровой, симфонической, инструментальной и фортепианной музыки, а также обработок абхазских народных песен и духовных песнопений, отмечает свое 70-летие. К юбилею мастера абхазской музыки, народного артиста Абхазии, в понедельник, 27 октября, в столице проходит ряд мероприятий. В здании Абиги прошла встреча друзей и коллег абхазского музыканта, дирижера, первого министра культуры и образования Абхазии. За круглым столом было много историй, теплых и радостных воспоминаний. Йоуз, ацараз мырхаква музыка цара юрта коденрул гачлях Надар Виктор Ипа гуйберак хамцака дуклой тебе юхатра профессионал датспаш зру ваша хорхартала. Эзкив шипчин юхпаш псезакушяралы хиркшой Москва те консерватория ахорт дирижер аухшаджей и цара. Нас юнические кыш псеза а опера симфония дирижер стажер хизлапшала дохосвает Москва те консерватория же. Москва те консерватория торух дуаму, а дуне крылья зиги граб хегул поспехзот. Убра, а стажер, обертадут закорпна, а думаешь, как зрохоша, хезлапшала хосра, пчарка, именно хосра, али айра дум ускал шечкунзес. Видеоверсию круглого стола к юбилею Надара Чанба смотрите в нашем эфире в ближайшие дни. Уникальный концерт «Вечер вокальной и хоровой музыки» маэстро Надара Чанба, совместное выступление Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия и солистов Абхазской филармонии проходит сегодня на сцене филармонии. Крупные выставки российских музеев планируют провести в Сухуме в 2026-2027 годах, рассказала на полях Международного форума сотрудничества директор Центрального выставочного зала Эльвира Арсалия. Видео «Спутник Абхазии». Вы знаете, у Абхазии и России настолько богатая история культурных связей, что можно сегодня сказать, что она продолжается и активно развивается. Если даже брать 20 век, это начало 20 века, время активного такого участия выдающихся российских деятелей, которые приезжали в Абхазию и вместе с абхазскими коллегами выстраивали профессиональные институты, которые работают до сих пор. А то, что мы делаем сегодня, взаимодействуем с нашими российскими коллегами, это вот такое продолжение. И сегодняшний форум — это еще одна такая площадка, на мой взгляд, для очень важного диалога для нашего времени. Сегодня очень активно, допустим, российский театр приезжает в Абхазию. У нас проходит прекрасная выставка. Впервые в истории в Абхазии проходит выставка «Под южным небом», которая демонстрирует работы из крупнейших российских музеев. Это новая, это как бы новая, так скажем, эпоха, новые форматы, с которыми мы взаимодействуем. По линии Россотрудничества огромное количество наших студентов учится здесь, в России, получает образование и возвращается на родину. О ближайших планах, вот я как руководитель Центрального выставочного зала, я сегодня вот в составе делегации из Абхазии, мы встречались с нашими коллегами, с руководителями крупнейших музеев вот, в октябре, и мы будем в 2026-2027 году планировать
большие крупные выставочные проекты в Абхазии. Российских музеев в Абхазии, да. Россия в полной мере осознает ответственность за укрепление общего культурного пространства, в которое входит и Абхазия, считает гендиректор Русдрама Ираклий Хиндба. Абхазский театр продолжает прием заявок от абитуриентов для поступления в театральный институт имени Щукина в городе Москва. Прием осуществляется в рамках целевого курса для Абхазского государственного театра имени Чанба благодаря культурному соглашению между Абхазией и Россией. Специальность – актер театра и кино – 10 мест, режиссер – 2 места. Форма обучения очная – 4 года. Важно знание абхазского языка. Прием абитуриентов ведется на 2026 учебный год. Телефоны для справок +7 940 775 63 63 991 93 00. В Сухуме завершилась ежегодная выставка и фестиваль Союза кузнецов-оружейников Абхазии ХНАП, который прошел 24 и 25 октября на территории Сухумской крепости. Мастера и историки демонстрировали старинные и современные изделия, делились опытом и учили гостей ремеслу ковки. Посетители могли не только увидеть редкие артефакты и авторские работы, но и попробовать свои силы за кузнечным горном, погрузившись в атмосферу живой истории и древних традиций. Подробности с места событий в репортаже Заура Кварчи. Смотрите его в нашем вечернем эфире. С 27 по 31 октября на базе средней школы номер 1 имени Лакоба в Пицунде проходят курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы, а также учителей начальных классов, работающих в общеобразовательных учреждениях республики. Семинары проводят представители Абхазского госуниверситета, Армавирского государственного педагогического университета и Северо-Кавказского федерального университета, сообщает пресс-служба Минпроса. В открытии курсов приняли участие министр просвещения Хана Гунба и представители министерства. В своей речи министр Хана Гунба поздравила присутствующих с началом обучения и выразила благодарность коллегам из российских вузов от лица Министерства просвещения Абхазии и всего педагогического сообщества страны. Всероссийский конкурс «Знания.лектор» открылся 27 октября в Абхазском государственном университете. Старт конкурса в АГУ знаменует собой официальное включение Абхазии в географию проекта, нацеленного на поиск и поддержку лучших просветителей страны. Тему продолжит Алиса Адлиба. В Абхазском государственном университете начались первые конкурсные выступления в рамках всероссийского проекта «Знания.лектор». Преподаватели АГУ станут первыми участниками из Республики Абхазия. Конкурс «Знания.лектор» дает шанс жителям Абхазии старше 18 лет доказать свой профессионализм и стать частью главной просветительской организации России. Прием заявок открыт до 15 ноября 2025 года на официальном сайте. Это конкурс направлен на выявление лучшего лектора страны. Сегодня в АГУ мы презентуем первую мастер-лекцию. Это второй этап. Первый этап это было обучение. Сегодня второй этап это выступление лекторов, участников с мастер-лекцией, уже с готовой лекцией. Следующий этап, третий этап будет уже очное выступление перед экспертами со своим готовым материалом, со своей лекцией. Слушатели будут переходить по QR-коду и уже оценивать выступающего лектора. А в финале уже эксперты уже будут выбирать победителя по мастерству. Зарегистрированные участники получают доступ к онлайн-обучению и тестированию. В дальнейшем им предстоит самостоятельно выбрать площадку и аудиторию для проведения лекций по материалам из обширной библиотеки знаний. Один из участников, Ефрем Хакба, отметил, что для него это прекрасная возможность показать себя, а также получить обратную связь от студентов, которые оценивают выступления спикеров. Ефрем провел лекцию на тему «Как
Как полюбить науку за 60 минут. Я являюсь участником конкурса знаний. Услышал я об этом от своих старших коллег. Конечно, очень приятно, что в Абхазии проводятся такого рода конкурсы. Это не только про соревновательный элемент, который, конечно же, тоже присутствует, а это еще и про то, что преподаватель, участвуя в такого рода мероприятиях, возможно, даже сам того не осознавая, скажем так, повышает свою квалификацию, растет над собой. Ведь если преподаватель не будет развиваться, не будет соревноваться в среде себе подобных, то он рискует остаться на том же уровне, который он достиг по окончании аспирантуры, защиты диссертации и прочее. Поэтому приветствую это решение о том, что провести конкурс в Абхазии, и с удовольствием принимаю в нем участие. Участники конкурса «Знание лектор» готовили лекции по перечню тем, предоставленных организаторами. Это разные сферы деятельности, от юриспруденции до научных сфер. Сейчас проходит этап регистрации участников, но уже сегодня более 50 человек подали заявку на участие в проекте. Это отличная возможность улучшить свои навыки ораторского мастерства, показать свои знания не только, опять же, в рамках студенчества, но и друзьям, коллегам, которые участвуют в этом конкурсе, в этом мероприятии. Данная площадка дает возможность выбрать несколько направлений. Моя тема называется «108 минут, которые изменили мир», которая посвящена Юрию Гагарину и его первому полету в космос. Лучшие просветители, прошедшие в финал, представят авторские лекции перед экспертным советом, в который войдут представители органов власти и научного сообщества Абхазии. Победители получат ценные призы и главный статус – лектора общества знания, что откроет им путь к участию во всероссийском проекте. Алиса Адлиба, Инала Гухава, Абаза ТВ. День в истории. 27 октября 1995 года открылся Гудаутский краеведческий музей, которому в мае 2005 было присвоено имя Героя Абхазии генерал-лейтенанта Сергея Дбар. Он был переименован в Государственный музей Отечественной войны народа Абхазии. В музее собрано более 1000 экспонатов, фотографий погибших участников войны, археологические находки, найденные на территории Гудаутского района, этнографические материалы 19-20 веков. Один из ценных экземпляров – ружье начала XIX века – было приобретено для музея первым президентом Владиславом Ардзенба. В книге пожеланий музея Владислав Ардзенба написал: «Если мы сумеем сохранить нашу историю, то как нация мы никогда не исчезнем». 27 октября 2010 года парламент республики принял закон о контрольной палате в Абхазии. Контрольная палата – независимый орган, который осуществляет контроль использования государственных средств, в том числе расходы внебюджетных фондов. Продолжаются разбирательства по поводу отказа РУП «Абхазская железная дорога» оплатить договор поставки 2019 года ООО «СП Путь-А» 2 электропоездов. Отказ был мотивирован тем, что электропоезда не отвечают требованиям безопасности, не могут эксплуатироваться по назначению, так как достигли своего предельного срока службы. Арбитражный суд столицы, рассмотрев кассационную жалобу СП Путь-А на решение арбитражного суда от 5 августа 2025 года об отмене судебного акта, на основании которого были заблокированы счета АЖД, оставил предыдущее решение арбитражного суда без изменения и жалобу не удовлетворил. Определение кассационной инстанции арбитражного суда Республики Абхазия вступает в законную силу со дня его вынесения и может быть обжаловано в суд надзорной инстанции в течение 9 месяцев со дня вступления в законную силу, сообщает пресс-служба РУП АЖД. Выездная комиссия столичной администрации проводит осмотр состояния деревьев в Сухуме. Комиссия по охране и защите в области зеленых насаждений была создана распоряжением главы Сухума Тимура Агарба. Подобное взаимодействие, считают экологи, является важным и своевременным. Тему продолжит репортаж пресс-службы столичной администрации. Выездная комиссия провела осмотр деревьев на улице Эшба в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону глубокой обрезки деревьев в городе Сухум. В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону глубокой обрезки деревьев в городе Сухум выездной комиссии сегодня проводился осмотр всех деревьев на улице Эшба. Были обозначены деревья, которые нужно полностью заменить, которым нужна глубокая обрезка и которым
нужна частичная обрезка. Город Сухум всегда был вечно зеленым и цветущим городом, и администрация города будет продолжать эту тенденцию. Комиссия в рамках своих полномочий выполняет следующие работы по подготовке зеленых насаждений к зимнему периоду: инвентаризация, санитарная обрезка, защита молодых саженцев, удаление аварийных деревьев и подготовка оперативного плана реагирования. Комиссия по охране и защите в области зеленых насаждений была создана распоряжением главы Сухума Тимура Агарба. Подобное взаимодействие, считают экологи, является важным и своевременным. Это очень важное решение, которое логичным является продолжением тех начинаний, которые мы видим по благоустройству города. До этого времени многие решения касательно зеленых насаждений, конечно же, принимались, скажем так, не комиссионно, это были какие-то отдельные решения. Сейчас же у нас есть возможность на начальном этапе хотя бы предлагать какие-то научно обоснованные шаги для того, чтобы то, что мы делаем или то, что собираемся делать, было полезно действительно в долгосрочной перспективе. Это и вопросы и новых посадок, это вопросы обрезки деревьев, уходу за древесными насаждениями, ну и все сопутствующие вопросы. Сегодня состояние древесных насаждений в столице оставляет желать лучшего, отмечает заведующий лабораторией энтомологии Института экологии Академии наук Абхазии Михаил Кирия. Эколог отмечает, что только совместная и системная работа в этой сфере даст положительный результат. За последние, наверное, несколько десятилетий не велась системная работа по уходу за зелеными насаждениями. Обрезка тоже носила частично такой хаотичный характер, как и посадка новых деревьев. И все это рано или поздно должно было привести к тому, что состояние древесных насаждений в Сухуме неудовлетворительное. Многие деревья больны, многие деревья, это в том числе после неправильной обрезки, и, понятное дело, могут создавать угрозу для падения, угрожать имуществу и здоровью людей. Понятно, такие деревья должны удаляться. Но, опять-таки, очень важно закладывать правильные механизмы, чтобы в будущем избежать подобных ошибок. И из сегодняшних наших действий, спустя несколько, 5-10 лет, не пришлось удалять еще большее количество деревьев. На моей памяти это такой первый формат, когда администрация привлекает широкие научные круги из различных организаций, комиссионно принимать решения по новым посадкам, по уходу за древесными насаждениями. Поэтому считаю это положительной практикой. Наверное, такие практики должны быть внедрены и в других администрациях городов, потому что древесные насаждения не только Сухума имеют ценность, но и всей нашей страны. Поэтому советую, наверное, взять на вооружение это другим администрациям, привлекать разных профессионалов в своей деятельности для решения подобных вопросов. Дабы усилить работу комиссии, сделать ее более результативной, решением главы администрации Сухума Тимура Агарба в республику впервые приглашен арборист, специалист по уходу за зелеными насаждениями. Руководство администрации Сухума будет уделять озеленению столицы особое внимание. Уже в следующем году планируется высадка более 500 деревьев в черте города. Начался второй этап ремонта на улице Фазиля Искандера в Сухуме. Сейчас коммуникации меняют на отрезке между улицами Джонова и Воронова. Завершить работы планируется к концу года, сообщил глава горстройпроекта Астамур Пипия. Он добавил, что асфальтирование улицы начнется в следующем году. По поручению главы администрации приступили ко второму этапу замены коммуникаций на отрезке улицы Искандера от улицы Джона до улицы Воронова. Данные работы планируется завершить к концу года. В 2026 году планируется асфальтирование участков. Николь Джиргения из Абхазии прошла финал шоу «Ты супер». 17-летняя певица исполнила песню «Pink Try» и вновь покорила слушателей сильным вокалом. Член жюри Игорь Крутой высоко оценил выступление Николь и даже обсудил с ведущим Вадимом Такменевым идею открытия своей академии в Абхазии.
А наш соотечественник Радий Герзмава из Абхазии выступил в студии шоу «Привет, Андрей» с песней из репертуара Эроса Рамазотти. Все началось с домашнего видео, снятого на кухне для близких. Этот кадр неожиданно набрал более 4 миллионов просмотров и десятки тысяч репостов в соцсетях. Увидев такую реакцию, федеральный канал «Россия-1» пригласил Радия выступить в эфире. Вот он, прекрасный пример встречи таланта с удачей. Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puliscila vivendola, è l'unica monera, s'apprendenla così. Più che poi, afferra questi istante, stringi più che poi, e non lasciare mai rappresa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che poi. Первый чемпионат по национальной игре амцакячера открылся в Сухуме. 9 команд поборются за победу в турнире, общий призовой фонд которого составляет 400 тысяч рублей. В торжественной церемонии открытия принял участие вице-премьер Абхазии Тараш Хагба. Слово Радия Чичава. Со страниц нардского эпоса из глубин древней истории аккуратно республиканский стадион, центр черноморской столицы. Первый чемпионат по национальной игре амцакячера – важная веха в развитии и сохранении абхазской культуры, истории и идентичности. За всю новую историю Абхазии никогда не проводилось чемпионат по абхазским национальным видам спорта. И мы считаем, что это историческое событие. Для нас, конечно, это значимо. Мы популяризируем абхазские национальные виды спорта, также показываем молодежи, что есть у нас свои абхазские национальные виды спорта, их немало. Если перечислить, помимо амцакячера есть океана халара, хаперпара, алабакурс, аркела, кебро. И для нас, на самом деле, это важное событие. Абхазская народная игра чем-то напоминает классический регби. Главное – удержать мяч, перебежать с ним по всему полю и заработать максимальное количество баллов. Главным инвентарем являются мяч и 2 палки. Игры есть бьющие игроки, их двое, они не принимают участие в единоборстве. Команды делятся поровну по 9 человек играющих, 10-й является бьющим игроком. Главное ключевое правило – нужно овладеть мячом, нужно рваться к воротам соперника, перенести за линию лицевую этот мяч. И тем самым команда зарабатывает 2 очка. Мяч передавать нельзя друг другу. Вот это как бы такой основной момент. Возрождение исторических народных спортивных игр неоценимо важно. Поспорить с утверждением этим трудно. Ведь молодые люди, выходящие на поле, чтобы одержать победу в состязании, в котором испокон веков участвовали их предки, будущее нашей страны, культурная идентичность которой должна быть сохранена и интегрирована в глобальный, быстро развивающийся мир. Над амбициозной целью вдохнуть новую жизнь в традиционные виды спорта трудились несколько организаций. Среди них Госкомитет по делам молодежи и спорту, Федерация национальных видов спорта Абхазии и Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. В исторической значимости этой игры в абхазской мифологии, вообще в нардском эпосе есть амцакячер, есть мяч, который готовили войлочи, такой из шерсти крупного рогатого скота упоминается. Так что эта игра, она древняя, исконная, традиционная, которая идет отголоском прошлого. Сегодня мы уже реализовываем этот факт. Проводили мастер-классы, собирали очень много материалов, потому что упоминается
читался в книгах, в советских фильмах, вот, разговаривали с историками, вот по крупицам собирали материалы по МЦ Качера. Вот, это все-таки наша идентичность, наша культура, наша особенность, поэтому нам хотелось развивать это направление. Очень много интересного материала мы собрали, даже сняли фильм по АМЦ Качера, и первый турнир, такой маленький турнир, мы провели вот в прошлом году. Ездили по селам, вот обучали детей, и нам было очень приятно наблюдать за тем, что очень большая обратная, хорошая обратная связь от ребят была, потому что они заинтересовались, вот, увлеченно играют. Федерация национальных видов спорта Абхазии была учреждена в прошлом году, а уже сегодня в Сухуме проходит первый национальный чемпионат по одной из самых традиционных игр в истории республики. Игроки команд поделились нашей съемочной группой. Стоять у истоков возрождения древней народной игры волнительно и ответственно. Это очень важное мероприятие, потому что мы стоим у истоков, а это на самом деле одно из важнейших историческо-спортивных мероприятий. Я хочу сказать, что все команды, все ребята очень сильно замотивированы на победу, но в первую очередь на прекрасную игру. Но я хочу сказать всем, кто не участвует, задуматься в будущем, принять в этом участие, потому что это оставит свой большой след в историю. Мы будем стоять у истоков, и это большое достижение не просто как в спортивном плане, но и для культурных реалий. Для нашей нации я считаю, что это очень сильно важно. Как представитель молодежи я считаю, что это вообще прекрасно, что молодежь видела, знала, видела наши прошлые соревнования, так скажем, которые играли наши деды, прадеды. Мы сегодня готовы. Наша команда в полном составе. Надеемся на победу. Не надеемся, а знаем что мы победим сегодня. Так что я желаю всем нашим друзьям, здесь нет никаких соперников, всем друзьям удачи, чтобы все прошло без травм, чтобы все было хорошо. Поклонники в ожидании, ребята готовятся, напряжение витает в воздухе. А с минуты на минуту на этом поле встретится новоафонская команда «Апсар» с командой первой Сухумской школы имени Баграта Шинкуба. Всего 9 команд чемпионата поборются за 6 призовых мест и общий призовой фонд в 400 тысяч рублей. На поле ребята сражались по-настоящему яростно. Эмоции зрителей зашкаливали, отовсюду доносились поддерживающие возгласы. Победители получат денежные призы и памятные кубки. Но самое главное – неоценимый опыт и удивительные, уникальные воспоминания о том, как возрождался национальный традиционный спорт. Рада Чачава, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Ну а гимнастки из Абхазии заняли призовые места на турнире «Гимнастика Соло Кап 2025» в Дубае. В первый день золото завоевали Нара Цымцба и Дана Карапетян. Серебро – Злата Захарченко и Денис Хутова. Во второй день соревнований золотые медали получили Александра Адлиба, Александра Богателя и Алима Хутова. В третий день Алина Бацеева, Николь Губас и Мария Пиле, сообщает Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Турнир проходил 24-26 октября. В нем приняли участие около 700 гимнасток из 12 стран. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что 28 октября с 0 до 18:00 будет прекращена подача воды в следующих районах города Сухум. Улица Эшба, улица Адыгейская, район вокзала, рынок, Нагорная и центральная части города Вием. Сейчас о погоде. Во вторник, 28 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно без осадков, утром и днем временами дождь, возможно гроза. Атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 10 до 15, днем от 15 до 20 градусов, температура морской воды 17 градусов, волнение морской воды умеренное и значительное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. И на этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.